Получелом, всем привет! Меня зовут Алена Доронина, я актриса Академического театра драмы имени Виктора Савина. Вместо сцены – социальные сети. Только так при помощи интернета сегодня актеры могут общаться со своим любимым зрителем. В режиме онлайн они транслируют видеозаписи спектаклей, читают произведения, проводят мастер-классы по созданию роликов и ведут репортажи. В период пандемии формат работы сменили все театры в стране. Виртуальные постановки «Мариинки», например, посетило 72 миллиона человек. Из них 60 миллионов из России. В огромном количестве театров, скажем, были готовы к тому, чтобы выйти в онлайн-режим. Ну, понятно, что было много наивного. Все артисты там как бы пели не очень хорошо, но старались петь и общаться. Что-то разговаривали в социальных сетях. Это все продолжается по сей день. Пандемия показала одну вещь, что культура обеспечивает такую социально-психологическую стабильность людей. Представьте себе, люди оказались в самоизоляции, и не было бы того огромного контента, который накоплен был за это время, последние 10, 20, 30 лет, да, то эта самоизоляция переживалась бы очень тяжело. Но уже сегодня встает большая проблема – как вернуть людей в театры обратно после окончания пандемии. А это значит, в каком-то смысле надо будет вернуть доверие друг к другу. Ведь сегодня все уже привыкли жить на социальной дистанции, отмечает Михаил Швидкой. Поэтому эту задачу надо решать грамотно. Между тем, актерам уже не терпится выйти на сцену. Например, новоиспеченный молодежный театр «Коми», над которым взял шефство Александринский театр Санкт-Петербурга, уже готов приступить к репетиции премьеры. Сама же Александринка тоже приготовила немало сюрпризов для нашего зрителя. И мастер-классы, и мои встречи, и гастроли театра, которые пройдут 25-26 сентября. Мы привезем спектакли, может быть, даже, так сказать, 2. Посмотрим, как это будет по нашим условиям. Мы спокойно относимся и понимаем всю ситуацию, это очень самое главное. Ну а 21 год, поскольку 265 лет нашему театру, 265 лет, 100 лет республики, 2 даты соединяются, и мы ждем на гала-концерт на нашей прославленной сцене, коллективы республики Коми, и сделаем такой хороший праздник. Все это планы на будущее. Сегодня же, отмечает Владимир Уйба, учитывая эпидемиологическую обстановку, понятно, что в ближайшее время театры не смогут распахнуть свои двери для посетителей. Но артисты, которые не могут долго жить без репетиций и сцены, уже ждут своего зрителя. Елена Кононова, телеканал Юрган.